будет долго длиться, блядь. Да, самый длинный день. Нет, кстати, не согласен. Он обычно вообще махом прилетает, он будет очень кипишный. Мартин каждую секунду, наверное, думает, как бы не сдохнуть, нахуй. О. Мы, кстати, на стрим заходили, там со звуком все нормально. Я не заходил. Ну, вроде нормально. Не, ну сейчас я его только запустил. Только запустил. Как я могу зайти на Крапиве на стрим? Блин, громкость какая-то большая. Отлично все идет. Нормальный звук? С игрой и все остальное, да? Ты у чата своего спроси, как. Да у меня чат мертвый. За блюете. Да. Нихуя ты, блядь, с Марсом в своем стиле подкалываешь, что ли? В своем стиле. Это его ж не стиль, нахуй. Его ж не любят таких, блядь. Привыкай, блядь. Ладно, это безобидная шутка. Это у него такие есть там, блядь, заебись быть мной, блядь, нахуй, вся хуйня, там такие рофлы, ну. Кидыши егошние, блядь. Да. Зато я там, блядь, с бабой, блядь. Севгеем, здорово. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Так, ладно. Дорогой зритель. Внимание, вы начинаете первое прохождение, различные решения будут ведут к разным частям истории. Для раскрытия сюжета мы рекомендуем посмотреть фильм минимум 2 раза. Что за игра? Она сердится, Чё-то называется. звук разбитый какая-то, я вижу, блядь. Она сердится. Похоже на то, что бухать бросил. Каждое решение имеет значение. Блять, я чувствую прям, блять, я зря купил. Игры играл, где читал, нахуй, там тоже каждое решение зависит, блядь. Смотреть, да, блять, тихо. Ох, нихуя. Ладно, О, ребята, это же этот, да? я буду включаться. Тот, который этот. Давай. О, у него кровь едет. Увидимся в следующий раз. О, карандаш в ухе. Нифига, флекса. По стендофу. Да. Слышите, это русский фильм? Ну, игра, интерактивная игра. Ой, блин, страшно, нахуй. Влад Плейдер. Нам поступил звонок о том, что в вашем клубе убили человека. Ха, хуя. Ну, оставить на месте, пожалуй. Миленько. Да уж. Телефон. Сигнал подтвердился. Вызывай криминалиста. Ваши коллеги тут всех клиентов распугают. Может, мы их через рабочий вход заведем? А что с камерами?
Они у нас работают только на зал. Здесь глухая зона. Ой, какой же ты тяжелый, как мама прям. Обвелся. Помогите. Саим. Без перчаток не советую. Ну и где мне их взять? Найдите пакеты. Кто наш главный герой-то, блядь? Он что, типа Может, серийный мы убийца? пойдем в офис и там подождем ваших спецов. А то мы тут все затопчем, а вы потом на нас свалите. Самооборона отпадает. Юрий Евгеньевич, а какие у вас взаимоотношения с Таиландом? Туристические. А если точнее? Вряд ли бы ваших людей убивали за украденные полотенца. А если точнее, то я уже 5 лет там не был. Если это действительно так, зачем вам оставили подобное послание? Вы это серьезно? Думаешь, если это мой клуб, то я тут всякую дичь должен воспринимать на свой счет? Только ту, после которой трупы остаются. Может, с такими намеками мне пора вызывать адвоката? Пока не стоит. Но вы можете настоять на его присутствии. Хм. Ситуация начинает проясняться. Что-то... А что это вас не слышно? Все ушли. Даже ничего не сказали. Обидно. Здорово. Ебать, он следы оставляет. Тупо везде свои отпечатки оставил. Где второй? Кто? Нифига, у него глаза красные стали. Круто. Ну, Что это? Форт Нокс, здорово. Привет.
что у вас здесь происходит? Евгений там сильный был что. И что? Официант ему нос вмял, Ну и? на Леху он с бутылкой кидался. Ну, перевели его сюда. Ну, дальше. Остудить. Остудили, блядь? Это постановка. Блядь. Он действовал по заранее продуманному плану. Но вторая жертва была случайностью. Поэтому тело пришлось спрятать. Он боялся, что его сообщение вы можете не прочитать. Я его не знаю. Значит, следуем за хлебными крошками. Ну и ну. Прям Hotline Miami какой-то. Ну чё, его тоже убьют, что ли? Ему навстречу кто-то шел. Этот кто-то однозначно из персонала. Моя охрана его без Сипуку. боя бы не пропустила. Ща. Один момент. Ein момент, ein момент. Так. Так. Ага. Все. Типа лампа не горит. Окей. Нифига себе. Прикольно сделано. Это Шесть Рад называется игра. Это типа интерактивного кино. Твою ж мать.
Сегодня часто бьются лампы. А что это по второму разу показывают? Где? В подсобке возле зала. М. Юрий Евгеньевич, нам поступил звонок. Ха, часто бьются Нам за лампы, поступил да? звонок о том, что в вашем клубе убили человека. Нихуя, опер крутой. Он стоял прямо за его спиной. Вас окружают дилетанты. Фантастика. Да. Это точно. Но такая прикольная фантастика. Подожди, что этот момент? Где заебанный участковый? Да, самое главное. Он должен был сначала прийти, типа сказать: ой, ебаный в рот, нахуй, что за хуйня, бля? О, труп нахуй, бля. Следака вызывайте нахуй, бля. И все. И на следующий вызов подчапал. Так. А чё этот чувак хочет вообще? Чё он тут, блядь, рыщет, блядь? И это главный герой, типа. Лол. Ну, типа схеме, ладно. Мне интересно, что за схема у него такая. Ай, ёп, насрать нужно тебе на руку, прилипало. Эй, друг! Не в службу, подай отвертку, а? Сифака, здорово. Подаем отвертку. Главное, чтоб лица не видел, типа. Хотя... Держишь? Спасибо. Нормально. Не обратят внимания даже на него. Где-то час назад. Да не, минут 30, не больше. Повезло. Юрий Евгеньевич, Юрий Евгеньевич, я что вспомнил? У него вот здесь на шее татуировка была. Какие-то иероглифы китайские. Хм. Юрий Евгеньевич, вы знаете кого-нибудь с такой татуировкой? Нет. Пиздит. Шар, раш. Не, просто спроси там, типа... не знаю. Выиграл ли я в какой-нибудь лотерее, там, типа... И вопрос, и потом шар, типа. Или сначала пишешь шар, и потом выиграл ли я в лотерее. Ну, что-то в этом роде.
Да, я думаю, есть что. Пистолет, что ли? Нихуя себе, там сумка огромная. А Джом Гейм здорово. Как он узнал? А я откуда знаю? Это вас надо спросить. Мачете у него еще. Должен тебя за это собакам скормить. После стариков. Он же за любой мелочи, как порох взрывается. Стой, сосок, подожди, я знаю. Он ушел дальше по коридору. Другого варианта у него нет. Идемте. Я что, тут сам с собой разговариваю? Это частная территория, и тебя сюда пустили, чтобы ты нашла тех, кто режет моих парней. Поэтому давай пойдем. И ты будешь выполнять свою работу. Пойдем, ты, давай. Уебок. Потому что написано, что она злится. Кто это? Вы знаете эту девушку? Тамьяна. Игра называется «Она сердится».
Что там? Краска засохла. Рабочие забыли, крышка закрыта. Куда вы? За дочерью. Ага, его дочка это что ли получается? Странно. Кто такой Максим? Тот, кого вы нашли в подсобке. М. Возвращаемся обратно. Ти, Оттуда у него только 11. один проход. Здорово. Через склад. На той фотографии рядом с вашей дочерью стоит какой-то парень. Это кто? Моя дочь молодая и красивая девушка. Вокруг нее постоянно трется какая-то шваль. Я отвлеку эту суку. Сходишь и проверишь скоро. А вы обо всех ее поклонниках сохраняете газетные вырезки? Ну-ка, ну-ка. Блин, на стене какие-то фотографии просто. Фотография того, как он с медведя убил. Кстати, известна фотография это. Кляти, здорово. Охренеть. Сегодня Ладно. отец звонил. В следующий раз ты должен будешь взять с собой больше. Хорошо? А тут теперь Яна хозяйничает. Она уже несколько месяцев управляющая. Подскажите-ка мне ее номер телефона. Не вижу смысла. Она все равно трубки не берет. Вот когда перезвонит, тогда и спросим у нее про эти газетенки. Юрий Евгеньевич. А вот теперь, мне кажется, вам стоит вызвать своего адвоката. Шеф, а где ружье? Все на пол! Дальше от окон! Ни хрена себе. Он где-то здесь. Закройте шторы. Импровизировать. Держи дверь.
Можно подняться. Я думаю, нам надо. Вызывай армян. Сколько? Всех. Я этот клуб на доски разберу. Но найду этого ублюдка. А нам не нужны армяне. Армения, блядь. Далеко эта комната? Это хорошо, что ты еще здесь. Юрий Евгеньевич, я думаю, вам не стоит принимать необдуманные решения. Кто-то хочет пострадать от рикошета. Можете идти. Вы все равно проиграли. Объясни. Человек, которого вы не знаете, зато очень хорошо знает вашу дочь, гуляет по всем вашим лабиринтам, как будто у него есть карта. Юрий Евгеньевич, у вас тут так много комнат, а его заинтересовали только 2. И именно в них установлены камеры. Вы там что-то спрятали, а он это что-то нашел. Я права? Мгм. И пока вы пытаетесь нас тут запугать, ваш незнакомец уже выпотрошил 2-ю сумку и успел скрыться. Это фокус с отвлечением внимания. Волк бежал за зайцем, да тот его в капкан загнал. Пойдемте Мощно. осмотрим 2-ю комнату. Наверняка он и там для вас что-то оставил. Юрий Евгеньевич, перед тем, как войти в эту комнату, хочу вас спросить еще раз. Вы ничего не хотите мне рассказать? Нет. Ваш Мгм. выбор. Откройте. Открывайте. Нихуя. Вау. О, привет! Ксют Лау, здорово. А, мы играем за девушку все это время. Ни хрена себе. Круто. Да ладно.
Так она и не Пристрелку в следователь ночном вовсе. клубе «Рай». Есть раненые и убитые. В комнате со стульями в вентиляционной шахте вы найдете тайник с кокаином. Что дальше? Я просто хочу выспаться. Хрена себе круто. Вау. Мощно. Ну. А за что? Типа парни его подставили, что ли? Точнее, ее парни подставили. Типа из-за этого. Яна Юрьевна! Газета «Камышловские известия». Здравствуйте. Яна Юрьевна, вы не могли бы прокомментировать арест и самоубийство Свердлова Валерия Дмитриевича? А что здесь комментировать? Мы с ним были почти не знакомы. А, А когда он умер? 40 дней назад. А, это про него писали, то, что он торговал наркотиками, да? Нет, он не торговал. Его использовали как курьера. Да какая разница? По-моему, все, кто занимаются наркотиками, заслуживают такого финала. Вы так не считаете? Спасибо. да. Такой финал и получили. Круто. Круто. Че? Подожди, в смысле? И все? Охранить коротко, конечно. Ну ладно. Так, а кстати, как тут можно мотать? О, привет! Хост Мирафель, здорово. Неплохо. Просто не смотри. Окей, ладно. Привет, Блэк, привет, Леон. Эл Нуриномен, здорово. Окей. Называется она «Сердец». Она сердец. Это интерактивное кино. Наслаждайтесь кинцом, чуваки. Нам поступил звонок о том, что в вашем клубе убили человека. Так, на сей раз позаботимся.
Ого. Миленько. Телефон. Сигнал подтвердился. Вызывай криминалистов. Да, и скажи, чтобы мешков взяли побольше. Они нам еще сегодня пригодятся. Ваши коллеги тут всех клиентов распугают. Может, мы их через рабочий вход заведем? А что с камерами? Они у нас работают только на зал. Здесь глухая зона. Помогите снять. Стоять. В вашем положении не советую до него дотрагиваться. Статью 303 за сокрытие улик еще никто не отменял. Ну, если статью никто не отменял, может, мы пройдем в офис и там подождем ваших спецов? Потом и тут все затопчем, а вы потом на нас свалите. И какой в этом смысл? Охранник был уже мертв и не представлял угрозы. А нападавший все равно задержался, несмотря на риск, чтобы повесить тело. Да он буховый был. Врубил режим Рэмбо. Нет, ну пьяный бы с ним не справился. Как-то все очень сложно для случайного посетителя. Это сообщение. И у него есть адресат. Это чел. Нападавший понимал, что вне зависимости от того, кто найдет тело, есть только один человек, которому сообщат все подробности. Вы это серьезно? Думаешь, если это мой клуб, то я тут всякую дичь должен воспринимать на свой счет? Нет. Только ту, после которой трупы остаются. Может, Привет, с такими Зорлайнер. намеками мне пора вызывать адвоката? Пока не стоит. Но вы имеете право на его присутствие. Привет, Катив. Привет. Зраланер, спасибо за подписку. Ситуация начинает проясняться. Привет, Патримошу. Тут, кстати, слышно то, что это девушка. А ведь сразу не скажешь, что это девушка на самом деле. Да, это типа интерактивный фильм. Триллер. Интерактивный триллер. Подождите, не подскажете, где туалет? Ухо говорит. Где туалет, не подскажете? Туалет, смотри. Смотри, вон, видишь ворота за розовым бассейном? Может, покажете? А? Может, покажете? Быстро, давай туда.
А никто не смотрит за камерами, что самое смешное. Давай, давай. О, привет! Бисквит Стар, здорово. Давно, кстати, у тебя стримов не было. Привет. Ему навстречу кто-то шел. Окей. Этот кто-то однозначно из персонала. Моя охрана его без боя бы не пропустила. На сей раз его привлечем. В прошлый раз мы спрятались, а сейчас мы будем привлекать внимание, чтобы, наверное, убить его. Я не знаю. Хм. Что за херня? Наберут говна дешевого. Он такой. Если еще только сделал, типа, как у Невского. Нож. Да хорош ты все ломать, а. Вода. Стоять! Че у тебя здесь за срач, а? Банально отвлекающий маневр. Ваш гость уронил бутыль с водой. И пока охранник с ней возился, он спокойно прошел прямо за его спиной. Да почему охранник-то? Здесь другого персонала полно. Обратите внимание на пол. Вы заметили, что он идеально вычищен? Даже у самых стен, в углах, везде сухо. Я очень сомневаюсь, что ваш уборщик так тщательно выполняет свою работу. Над ним кто-то стоял. А кого здесь боятся, кроме вашей охраны? Давай, убирай. Хм. Юрий Евгеньевич, я вам советую сменить охрану. Ну, идемте. Мне даже стало интересно, что этот незнакомец успел еще натворить. Подожди, еще соус добавим. На сей раз в обход пойдем. Но мне просто реально любопытно стало. Типа, ну в чем соль? Почему он это все это сделал? Типа, убил того охранника, убил всех этих людей. Типа, ради чего? Смысл-то какой, типа? Вот, не знаю я. Мне вот стало интересно. Да куда ты хватаешь? Не видишь? Еще не доделан. Много там еще? Это все. Замечательно.
Пойду спасу тебя от рака. Нормально. Пойду спасу тебя от рака, говорит. Ну, это вот тут, в этот момент, конечно, так себе сделан. Капец палевно. Опять этот охранничек. Ну-ка. Ну, хотя бы убирают за собой. Не мега свинтус, конечно. Свинтус, но не мега свинтус. Где-то час назад Серега из охраны проходил, и все. Да не, полчаса, не более. Он что-то говорил? Нет, слава богу. И вот за весь час никто не прошел. Сегодня вторник же. Разгрузочный день. В клубе 1,5 инвалида работают. Кому ходить-то? А где они? Стоять. Что? Че? Ну и что тут у вас? А этот чувал мне всю кухню разнес. Ага, я его полчаса по всему клубу выискивал. Предпоследа. Ищем еще труп. Блин, отлично кино было бы. На самом деле. Вот тут кто-то стоял. Серег! Двоих убил. Хуесь. Под этим столом он прятался. Да. Нужно найти тела. Где они?
Я не знаю. А что ты знаешь, Женя? Глазами хлопаешь, не видишь ни хера. Судя по всему, он не планировал идти через кухню. А где у вас морозильная камера? Нормально. Он не хотел поднимать шум раньше времени. Поэтому затер кровь и все. Да, парни здесь. Там это... Яна еще. Яна еще. Ни хрена себе. Девчонку убил. Вот это да. А фотография Яна. Скрыть фотографию. Вы куда? За дочкой. Ну, короче, вот она, это, видимо, сестра этого чувака. С татуировкой. Кто такой Максим? Тот, кто сейчас в холодильнике остывает. Возвращаемся обратно. Оттуда у него только один проход. Через склад. На той фотографии рядом с вашей дочерью стоит какой-то парень. Это кто? Моя дочь молодая и красивая девушка. Вокруг нее постоянно трется какая-то шваль. Я отвлеку эту суку. Сходишь и проверишь. А вы обо всех поклонниках сохраняете газетные вырезки? Стены смотрим. А. Прикольно. Молодой человек, ваш счет. Давай на выход. В тюрьме Таиланда. А в клубе теперь Яна хозяйничает. Она у нас уже несколько месяцев управляющая. А скажите-ка мне номер телефона. Не вижу смысла. Она все равно трубки не берет. Вот когда перезвонит, тогда и спросим у нее про эти газетенки. Юрий Евгеньевич. А вот теперь, мне кажется, вам стоит вызвать своего адвоката. Шеф, а где ружье? Все на пол! Дальше от окон! Он где-то здесь. Закройте шторы.
Держи дверь. Ого. Фига себе палево. Ну да, видимо, сестренка. Принес. Он не будет стрелять. Он выжидает. А вы к окну подойдите и проверьте. Он же не зря нас в этот офис завел. Ему нужно, чтобы я этот сейф открыл. Вот тогда он и явится. А что в сейфе? Дверь держи. А вы двое на подхвате. Будем ловить на живца. Вы же говорили, что его не знаете. Говорил. И лучше бы не знал. Здорово тогда он в Таиланде свою смерть инсценировал. То есть вы считаете, что все эти трупы только из-за денег? Нет, не только из-за денег. Еще из-за этого. Я видел у вас ожог. Да, я вчера... У моей дочки полспины обожжено. И все вот из-за этого наркомана. А ведь я этого упыря даже на работу устроил. А он, сука, потом какой-то гадости нажрался и тут на кухне моей Янки горячим маслом полспины обжег. Значит, вы давно поняли, что это он. Да понял. Просто не хотел, чтобы вы меня к этому делу подшили. Что это? То, из-за чего сегодня убивают. Акции, что ли? Там еще есть. Какие-то ценные облигации? Чистим! О! Чистим! Дерьмо. Ну стоять! Ну, это типа он, да?
Блин. Вперед, просек. Это был мой брат. Ваша мамка перепутала, кому яйца выдавать. Его в клетку загнал. Охуеть. Найс диалоги. Просто. Что еще скажешь? Последнее слово. За кем? Это я умею. Ну все. Минус она, минус он. Да, кстати. Ничего. Я не могу. Давай. Она сердится. Я сказал ты, значит ты. Все, прекращай. Ты хотела спать? Да. Подожди. Тише. Все хорошо. Он тебя не обидит. Все хорошо. А за что их бить-то, блин? За то, что они форт сделали. Она сердится. Хм. Ладно, прикольно. Так, давай-ка еще третий раз попробуем. Вот так вот. Блин, жалко, пропускать нельзя. На сей раз мы посмотрим документы. Нам поступил звонок о том, что в вашем клубе убили человека. Это типа интерактивный фильм. Ну, типа решаешь, что сделает главный герой в фильме. Короче, оставляем на месте. Помню, как на ютубе подобно создавали. Ну, прикольная тема. Привет, Партек, еще раз.
Сигнал подтвердился. Вызывай криминалиста. Ваши коллеги тут всех клиентов распугали. Может, мы их А? через рабочий вход заведем? А что с камерами? Они у нас работают только на зал. Здесь глухая зона. Ну, воду тогда хотя бы. Ой, какой же ты тяжелый, как мама прям. Отъелся. Помогите. Ну, то бутылка гофт. Стоим. Без перчаток не советую. Может, Ну и где мне их взять? как сказать. Найдите пакеты. Посмотри. Сколько времени на прохождение нужно? Да буквально минут 30. Тут уже какая попытка у нас, по-моему. Вот третья, да? Третье прохождение уже. В первом прохождении мы всех их убили. Еще вот чел остался в живых. Подождем ваших Во втором, получается, все мертвые. Вообще все. А то мы тут все затопчем. А вы потом на нас свалите. Самооборона отпадает. Юрий Евгеньевич, Нормал, мэн, здорово. а какие у вас взаимоотношения с Таиландом? Туристические. А если точнее? Вряд ли бы ваших людей убивали за украденные полотенца. А если точнее, то я уже 5 лет там не был. Если это действительно так, зачем вам оставили подобные послания? Вы это серьезно? Думаешь, если... Так, сейчас. Это мой клуб, то я тут всякую дичь должен воспринимать на свой счет. Это интерактивное кино под названием «Она сердится». Так и называется. «Она сердится». Только ту, после которой трупа остается. Мы решаем, что сделает главный герой в этом фильме. Может, с такими намеками мне пора вызывать адвоката? Пока не стоит. Но вы можете настоять на его присутствии. Ситуация начинает проясняться. Не, ну прикольная игра. Хорошая. Так, осмотрим комнату. Еще подойду. Где второй? Кто? Жестко он его убил.
Ну? И что у вас здесь происходит? Я не так сильно был. И что? Официант меня снял. Ну и? На Леху он бутылкой кидал. Его сюда. Ну, дальше. Остудили, блядь? Это постановка. Фокс Он только действовал спрет. по заранее продуманному плану. Но вторая жертва была случайностью. Поэтому тело пришлось спрятать. Он боялся, что его сообщение вы можете не прочитать. Я его не знаю. Значит, следуем за ходами. Fox Talks это не фильм, это игра под названием Она сердится. She Sees Red. Интерактивное кино. Мы выбираем, что будет делать главный герой. Ему навстречу кто-то шел. Этот кто-то однозначно из персонала. Моя охрана его без боя бы не пропустила. Стоять! Нож. Хорош все ломать, а. ВД. Стоять! Че у тебя здесь за срач, а? Банально отвлекающая монета. Ваш гость уронил бутыль с водой. И пока охранник с ней возился, он спокойно прошел прямо за его спиной. Да почему охранник? Здесь другого персонала. Обратите внимание на пол. Вы заметили, что он идеально вычищен? Даже в самых стоячих углах везде свет. Я очень сомневаюсь, что ваш уборщик так тщательно выполняет свою работу. Над ним кто-то стоял. А кого здесь боятся, кроме вашей охраны? Давай убирай. Юрий Евгеньевич, я вам советую сменить охрану.
Сейчас, наверное, по схеме пойдем, нежели чем по обходному пути. Короче, миксуем. Крутой. Весьма. Эй, друг. Ну, в смысле, куда тебя? О, привет! Вот ласт, здорово. Держишь? Спасибо. Привет, Захар. Где-то час назад. Джоустан. Не больше. Меня зовут Джоустан. Юрий Евгеньевич, я что вспомнил? У него вот здесь на шее татуировка была. Какие-то иероглифы китайские. Юрий Евгеньевич, вы знаете кого-нибудь с такой татуировкой? Нет. А я думаю, есть что. Да там вообще просто хрень какая-то нарисована, как мне кажется. Ну так, нормально. А, ты имеешь в виду... Да, я понял. Я имел в виду карту ну, типа схемы. Если пойти в обход, то он пойдет через кухню. И на кухне он убьет 2 охранников. От того, что спрятаться не сможет. А тут по сюжету он типа двигается. Тут мы, получается, находим сумку, запланированную, которую он хотел забрать. И в этой сумке, короче, увидишь, что есть.
Кстати, звук микрофона хороший. У меня микрофон новый. Только сегодня подрубил его. Как он узнал? А я откуда знаю? Это вас надо спросить. Я уже тебя за это собакам скормил. Пошли стариком. Но он же загубил, как порох взрывается. Стой, сосок, подожди. Если хочешь вместе, надо иначе зайти. Когда все найдешь, сдай ментам. Они уже сами в этом бизнесе пацаны кадыки повязли. И Евгеньевичу несколько молов потопили. А если товар от них чужим брендом на улицу уйдет, тайские боссы сами всех накажут. Он ушел дальше по коридору. Хм. Другого варианта у него нет. Идем. Круто. Значит, все находим. Не так делаем, да? Я что-то сам с собой разговариваю. Это частная территория, и тебя сюда пустили, чтобы ты нашла тех, кто режет моих парней. Поэтому давай пойдем, и ты будешь выполнять свою работу. Наркотики. Кто это? Вы знаете эту девушку? Яна. Куда вы? За дочерью. Так. Не говори. Не, ну сейчас-то мы узнали то, что надо
типа жестко подставить этого чувака, видимо. Предал-то. Типа, мне кажется, надо собирать, если не уничтожить. Чтоб копы пришли и нашли наркотики. Возвращаемся обратно. Оттуда у него только один проход. Через склад. На той фотографии рядом с вашей дочерью стоит какой-то парень. Моя дочь молодая и красивая девушка. Вокруг нее постоянно трется какая-то шуваль. Я только суку. Сходишь и проверишь склад. А вы обо всех ее поклонниках сохраняете газетные вырезки? Нифига. Смотреть стол. На сей раз. Черт, я забыл об этом. Сегодня отец звонил. В следующий раз ты должен будешь взять с собой больше. Я теперь понял. Хорошо. Капец, его жестко использовали, этого парня. Получается. А тут теперь Яна хозяйничает. Она уже несколько месяцев управляющая. А скажите-ка мне номер телефона. Не вижу смысла. Она все равно трубку не берет. Вот когда перезвони, тогда и спроси меня про эти газетян. Юрий Евгеньевич. И куда он в итоге А наркоту вот делал? теперь, мне кажется, вам стоит вызвать своего адвоката. Теперь тут не зафакапить. А где ружье? Все на пол! Дальше от окон! Он где-то здесь. Следовать плану. Закройте что? Да, они круто играют очень. А ведь русские актеры, но очень хорошие. Ну, типа, очень редко таких встретишь в нашей стране. Нашей стране. С этим фондом кино. Можно подняться. Вот теперь любопытно, что будет дальше, потому что я не знаю. Я думаю, нам надо. Вызывай армян. Армян. Всех. Я этот клуб на доски разберу. Но найду этого ублюдка. А нам не нужны армяне. Далеко эта комната? Кстати, импровизация и следовать по плану здесь пока что идут мега идентично. То же самое. Это хорошо, что ты еще здесь.
хочет пострадать от рикошета. Аккуратней. Он может выстрелить через дверь. Нет, сейчас иначе. Нихуя. Да. Ну, здравствуй. Офигеть. Он сейчас такую херню сделал жесткую. Не, это круто очень. Если сделать импровизацию, тогда получается она говорит то, что типа там зациклено все. Типа вот в камере запись, она зацикленная. Он это типа замечает, и типа, ну, там типа его нет на самом деле. Он такой, ну, бля, пиздец. Ну и, короче, идут сюда же, но на сей раз как-то, ну, типа не стреляет в дверь. Ну, просто не стреляет. В этом разница, можно сказать. Убил свою дочь. Жестко. Не, это круто. Ночной клуб Рай. В подсобных помещениях произошло тройное убийство. В комнате со стульями в вентиляционной шахте вы найдете тайник с кокаином. Что дальше? Надо заглянуть в полицию. Столкнем их лбами с тайским наркокартелем. Пусть развлекутся. Бля, вот это жестко. Не, вот это, да. Эта концовка намного круче, ну, лучше, чем та, где все друг друга убивают, как ебаны какие-то. А это, видимо, реально ее брат. Ты отцу позвони, когда этот вылетит. И вот эта вот сучка, которая вот умерла, она типа дочь этого чувака, и она типа, ну, манипулировала этим пацаном. Все хорошо. Да? Короче, понятно. Вот правда, одного момента я не увидел. Есть еще 4-я концовка, которую надо бы по сути увидеть. Но, блин, она такая долгая. Галерея. Ну как кино снимали. Не, ну это круто. Так, давайте-ка посмотрим. Блин, тут всякое есть. Вот эта сцена я, например, не видел. Как-то кратко. Да, очень кратко. Но сейчас, подождите. Стоит смотреть 4-ю концовку или нет самим, или нам это как-то иначе посмотреть на ютубе. Сейчас. Шесть сестра, концовка. Ну да, 4 концовки. Мы 3 посмотрели.
Так, это я видел. Это только что было. Так. Да понял. Просто не хотел. Здорово тогда он в Таиланде свою смерть инсценировал. Хо. Ну-ка, 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 ну-ка. Вот это интересно. Вот это вот другая концовка. Ще. Вот тут, типа, выбираем. То есть вы считаете, что все эти трупы только из-за денег? Это если в обход идти. Мы к этой ветке приходим. Типа, вместо того, чтобы следовать по схеме, мы идем в обход. И мы приходим сюда. Да, я вчера... И все из-за этого наркомана. Там еще есть. Короче, документы какие-то ценные. Ну тогда привет передай. Мой. Куда? Пиздец. Ебать. Ты что, сучка, думала, что если он что-то с дочкой сделает, я его живым отпущу? Жестко. Жестко. Капец, жестко. Ну да, сестра. Когда помогаешь семье воссоединиться, на душе как-то теплее становится. Неси помехи. Да. Печальный конец. Ну, самый лучший конец вот этот был, который мы только что посмотрели. Там, где она сдает его копам, и он убивает свою дочь. Ну, есть еще такая, где он умирает. Типа сам себя убивает. Ну, точнее, не сам себя убивает, а... Ну, короче, там все так выходит, что он умирает. Это когда импровизацию нажимаешь вместо следовать по плану. Прикольная игра. Прикольный фильм. И действительно, как фильм. Если прям все вот эти вот ветки просмотреть, то где-то на 2 часа выйдет. Точно. Неплохо.